Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Осенние новости жизни нашей республики будет комментировать журналист Игорь Семенович Телин. Игорь Семенович, а вот как вы считаете, для чего нужно гражданское общество? Что это такое вообще оно? Есть ли у нас в Мордовии? Если честно, ответить на этот вопрос я не могу, потому что я просто не понимаю, что такое гражданское общество. Нет, конечно, есть какие-то там философские определения этого гражданского общества. Ну, на мой взгляд, если брать, подразумевать, что это тот механизм, которым общественность, все мы, жители того или иного региона, жители целой страны, там, могут воздействовать на какие-то процессы, происходящие у нас в стране, ну так для этого существуют выборы. И, в общем-то, мы сами выбираем тех людей, которые потом реализуют нашу волю, будь то на международной арене, будь то внутри страны. А как вам кажется, есть ли такая закономерность, что чем более политизировано общество страны, тем в этой стране уровень жизни выше? Совсем так не думаю. Достаточно расхожая фраза существует. Если смотрите программы телевидения центрального, да, там первые, вторые каналы и так далее, очень часто эксперты называют, точнее говорят о том, что вот в развитых зарубежных странах простые жители не знают фамилий руководителей, фамилии тех, фамилии, имена тех, кто руководит ими. Ну, какая там политизация? Нет никакой политизации, просто выбранные люди, да, простые граждане, может быть, и не знают имен и фамилии, выбирают, скажем так, партии. Жизнь достаточно хороша, и где здесь политизация, я не вижу. Но то, что у нас все знают президента, почему-то из этого не следует то, что у нас явка, допустим, на выборах, она, по идее, должна быть больше, чем вот в развитых странах, а она меньше, там все-таки на выборах ходит больше людей, мне кажется. Не факт, что там за рубежом не существует каких-то иных систем голосования, я имею в виду через интернет, может быть, не обязательно. Только в Эстонии, по-моему. Не обязательно, да, появляться на избирательных участках, а достаточно просто прийти, включить интернет и каким-то образом выразить свое отношение к тому или иному политику. Ну, а то, что меньше людей у нас ходят на выборы, так у нас куча факторов, которые это объясняют. Выборы весной, люди на огородах копают. Выборы осенью, люди на огородах выкапывают. Выборы зимой холодно, выборы летом жарко, поливать надо на тех же огородах чего-то. Ну, там разные факторы. Некоторые просто считают, что от конкретно взятого их отдельного голоса ничего не зависит и можно на выборы не ходить. То есть вам не кажется, что жители России гражданские безответственные, вот в таком политическом смысле лентяи, а вы как бы склонны их оправдывать, да, что поливка цветов важнее, чем определение того, кто будет распоряжаться всеми финансами страны, всей собственностью страны? Ну, если эти люди не ходят на выборы, то есть вот какая-то конкретно группа там или сколько-то человек, да, тысячи, там может быть миллионы, то они просто делегируют таким образом право выбора другим людям, которые приходят на избирательные участки. Ну, вы как оцениваете их, вот это делегирование? Как снятие с себя ответственности или как полную, может, поддержку того, что происходит? Достаточно редко я встречаю, это было где-то в 90-е годы, очень часто говорили о том, что там, ну, скажем, Ельцин, да, в то время, Ельцин это не мой президент, я за него не голосовал, а сейчас я что-то не слышу голоса, что, ну, скажем, Волков не наш глава республики, или, то есть не мой
именно не мой глава республики или Путин, не мой президент, я за него не голосовал. Я что-то давно такого не слышу. То есть как есть, так и есть. То есть вы верите, что явка больше 50% на выборах у нас? Ну почему бы и нет? А вот есть такой, допустим, факт, мне кажется, что, допустим, когда референдумы о местном самообложении в разных регионах страны проходят и селах, там, где были наблюдатели, допустим, от ассоциации «Голос», там явка меньше, чем вот в соседних селах. И явка меньше, вроде бы меньше даже 50%. Хотя в остальных показывают, что она намного больше. Мое субъективное Может, мнение, фальсификация? мое субъективное мнение, то, что с выборами у нас все не так просто, и я просто по роду своей журналистской деятельности занимался некоторыми фактами, которые имели место на предыдущих наших выборах, в том числе выборах главы Мордовии. Ну да, факты подтасовки результатов, вброса бюллетеней, в общем-то, они имеют место. Ну, каждый руководитель того или иного региона, того или иного муниципального образования, сельского совета, конечно, хочет подать себя в глазах вышестоящего руководства как персону, который руководит действительно регионом, который может управлять всякими процессами, в том числе и выборными или теми же процессами, связанными с волеизъявлением граждан, там, референдумного плана, да? Ну и показать то, что да, у меня явка такая высокая, плюс к тому, что за нужный результат проголосовало гораздо больше людей, чем это на самом деле. Столицей в первых числах января опубликовала интервью с Владимиром Ильичем Волковым, и вот он там спросил его, молодец, журналист Столицес, есть ли у нас политическая конкуренция в Мордовии, и он говорит, что есть. Ну, пусть это останется на его совести. А вот 8 сентября выборы проходили у нас, в том числе в Мордовии, во всех сельских поселениях. И мне заинтересовало то, что участвовали 1054 кандидата от нескольких партий. Единая Россия, естественно, 97% победила, 98% голосов за нее проголосовало якобы. Но вот мне интересно то, что вот почему сотни тысяч жителей Мордовии, такие как я, ну, может быть, вы опровергнете меня, все-таки мне кажется, что мы не верим в честность выборов, но наблюдателей было вот из, получается, 500 000 взрослых жителей Мордовии только 600 человек. Почему вот такие, как я, вот посоветуйте, нужно ли все-таки нам участвовать в наблюдении или... Нет, в наблюдениях выступать в качестве наблюдателя, это, в общем-то, полезно, чтобы понять те процессы, которые происходят на участках для голосования. Ну, а что касается достаточно большого процента голосов, которые обычно подаются за Единую Россию, тут есть вот какой момент. Дело в том, что кандидаты от Единой России, я ни в коем мере не сторонник Единой России, то есть я не почитатель этой партии, в общем-то я сказал бы, что я левых взглядов человек, и, в общем-то, традиционно я голосую за КПРФ. Вот, это я сразу объяснить ситуацию. Но дело в том, что Единая Россия в качестве кандидатов в депутаты, скажем так, да, или главы района, подает людей, обладающих определенным административным опытом, обладающих определенным управленческим опытом. А другие партии, да, вот есть какой-то кандидат, просто вот я сейчас из головы выдумаю, да, скажем, учитель физкультуры в какой-нибудь сельской средней школе, решением партии ИМЕРЕК, да, вот какое-то название, выдвинут в качестве кандидата на пост главы района. Какой у него управленческий опыт, что он знает. В общем-то, аналогия
такая, знаете, слишком явная, это вот то, что сейчас происходит на Украине, выбрали Владимира Зеленского, человек, который, ну, в принципе, да, он управлял хорошим бизнесом, это все-таки ему в плюс, но то, что творится сейчас в стране, там, на Украине, в общем-то, в принципе, это не идет в плюс. И поэтому я считаю, что те люди, которые живут на местах у нас, да, то есть там в сельских поселениях, ну, в районах, райцентрах, они, естественно, будут голосовать за того человека, у которого есть определенный управленческий опыт, который, ну, руководил хотя бы каким-то предприятием. А так вот я говорю, ну, учитель школы, да, он хороший парень, там вообще душа компании, и на гармошке, может быть, сыграет, и спляшет в присядку и прочее. И с ним интересно поговорить, там, особенно если это учитель истории, то есть обладает определенным, в общем-то, багажом знаний. Ну, какой он управленец? А я голосую всегда за Яблоко и поддерживаю эту партию. Но вот такой еще можно вывод сделать. Если они, жители, допустим, все голосуют за представителей Единой России, еще таких два вывода может напрашиваться, что, значит, не настолько им плохо живет, что они готовы из чувства протеста проголосовать даже за того, кого, может быть, они не знают или кто обладает биографией. Ну, может, учителя. И, во-вторых, значит, возможно, они и не понимают, какие полномочия есть у этого человека, и, соответственно, что он может изменить в нашей жизни к лучшему. Стоит ли ради него голосовать протестно? Ну, я не считаю, что протестное голосование – это есть хороший вид волеизъявления. То есть голосовать не за кого-то, а против кого-то. Я с вами согласен. Надо голосовать за конкретно. Не лучший вариант. Но опять-таки, вот, ну, возьмем, я не знаю, ну, возьмем нашу Мордовию, да, вот возьмем. Просто вот возьмем Мордовию, выборы, пусть будут демократическими, абсолютно свободными выборы главы Мордовии, скажем так. С одной стороны представитель Единой России Владимир Волков, с другой стороны кто? Вот просто кто? Скажем, вы голосуете за партию Яблоко, Владимир. Кто? Вот назовите фамилию: Сидоров, Иванов, Петров, там... Ну вот другой сооснователь Серебряков, допустим. Тоже. У него есть опыт управления даже не республикой, есть опыт управления, ну, хотя бы там каким-то муниципальным образованием, каким-нибудь райсоветом. Но у Гуслянникова не было опыта управления. Ну и чего, это было хорошо. А по статистике мы были в середине регионов. А сейчас это было другое время. Это было начало 90-х, когда советская вот эта вот система экономическая СССР, она не развалилась. Она стала разваливаться реально, ну, где-то вот в середине 90-х и ближе к концу 90-х. А тогда еще вот по накатанной это все шло. То есть вот Советский Союз, он создал такой мощный, хороший, крепкий задел, что еще несколько лет мы существовали вот буквально по накатанной. Ну, накатанность создают. И, скажем так, да, вот при Гуслянникове было хорошо, но до Гуслянникова-то было еще лучше. Это мы будем говорить о том, что после Гуслянникова стало хуже, но до Гуслянникова-то было еще лучше. Было лучше не потому, что Гуслянников испортил, а потому что денег стало меньше поступать из Москвы, потому что Москва и это тоже обесценила. Тем более там какие-то разговоры были о том, что Мордовия была не дотационным регионом именно в период руководства Гуслянникова. Но я, если честно, этих цифр реальных не видел, не могу определенно говорить. Ну, просто поверю, да, вот то, что... А вы согласны с тем, что по большому счету вот дотационность, в ней ничего плохого нет. Это называется инвестиции из Москвы в наши регионы. Наоборот, те губернаторы, которые могут больше привлечь из центра, это как бы плюс. Но жизнь взаймы это разве хорошо? Но для тех, кто развивается, это хорошо, потому что это называется привлечение как бы ресурсов кредитных. Важный момент тех, кто развивается. Да. А как вам развиваемся кажется? Ли мы? Вот вопрос. Да, вот единственная проблема в том, что, как вы считаете, согласны ли вы, что приоритет в пользу вот строительства спортивных объектов, он, как бы сказать, ну, неправильный. Если бы вот эти 50 миллиардов в пользу, там еще 10 вузов построили, там 200 больниц там, или 300 школ, а не большие вот эти огромные спортивные объекты, тогда, в принципе, и хорошо было бы, если бы 50 миллиардов долгов, потому что
инвестиции в правильное русло, не в развлечения, а в... Как вы считаете? Ну, потреба дня такая была. Во-первых, в общем, показать, что мы супер-пупер спортивный регион. Вспомните, у нас и команда по футболу играла в премьер-лиге, и хоккейная команда была, и баскетбольная команда была, и мотогоночный этот клуб Лисма Спидвей, там как он назывался, тоже был, и волейбольная команда неплохая относительно была. Вот. Надо было показать, что Мордовия спортивный регион. Потом власть поменялась, у нового губернатора другие приоритеты, все это потихонечку закрылось. Я имею в виду вот эти спортивные проекты, связанные с присутствием мордовских спортсменов где-то в высших эшелонах спорта, да. Вот. Ну и оказывается, что эти спортивные сооружения, нет, они, конечно, нужны, но я думаю, когда-нибудь просто посмотрят, сколько они стоили, какие деньги были в них вложены и как они были израсходованы. Я ничего здесь сказать не могу. Тут вот проблема то, что когда строили эти объекты вот за 50 миллиардов, какой-то процент большой этих средств забирали те, кто монопольно строили, в том числе представители вот, определенного семьи, семейства, да? И проблема то, что чтобы сейчас вернуть эти долги, часть которых ушла, допустим, в офшоры, у нас сейчас оптимизируют поликлиники, больницы. Вот это, может быть, в этом несправедливость. И вот у меня вопрос к вам. Сейчас вот Столица опубликовала информацию, что ожидается, допустим, как сказать, приватизация или возвращение, или демонополизация таких компаний, которые принадлежали... Приватизация, да? То есть, опять же, возвращение в государственную собственность, вы имеете в виду? Или, может быть, принуждение их к продаже другим частным собственникам. Рамаданов, Сахаров, Амзур, консервный завод. Потом есть электровыпрямители, вот другие огромные заводы, которые датируются из бюджета или им дают государственные заказы, тоже по сути, дотация. Эти деньги, может, не стоит тратить на эти предприятия, а отдать их, продать их вот такому частному собственнику, то есть только не тому, который может разворовать все имущество, и потом государство опять будет... Республика будет национализировать. Вот вы как вот к этому вообще тенденции относитесь? Вопрос достаточно сложный, да, потому что, в общем-то, мы, в принципе, имели достаточно негативный опыт. Вспомните эпопею с Лисмой, да, когда она была продана с такой помпой, с таким шумом господину Столповских, ну и потом обратно возвращена, так сказать, в управление республикой уже какая-то, в общем, сильно подвявшая. Так не надо было возвращать. Лисма была. Ну а что, если собственник вообще не обращал на предприятие внимания, а в какие-то предыдущие годы, в общем-то, Лисма, она звучала на всю страну, буквально градообразующее предприятие было. В общем-то, большое количество людей там работало и как бы социально значимые предприятия для региона. Не только экономически, потому что экономически, я так понимаю, уже свели на ноль, в общем-то, экономическое значение Лисмы, а вот в социальном плане оно было достаточно важным. Ну, куда деваться. И я не удивлюсь, если подобное что-то произойдет и с другими какими-то нашими предприятиями, если тоже появится какой-то непонятный, ну, я не знаю, инвестор или человек или группа предприятий, которые якобы захотят вложить деньги в регион, именно в это предприятие, ну а в итоге не будет ничего. Так что. Осенью, в октябре, избрали новых глав Лямберского, Краснослободского района, нового мэра Рузаевки, а в ноябре нового главу Рамадановского района, Совета депутатов. Как вы вообще относитесь вот к уровню жизни вот на уровне этих районов, и как новая власть может поменять, какие там главные проблемы? Ну, эти районы находятся, они, в общем-то, на, скажем так, несколько особом положении. Это определяется, во-первых, наличием на их территории промышленных предприятий, да, то есть, скажем, Рузаевка, это все-таки крупный, относительно крупный промышленный узел. У нас в республике, в Рамаданове, это Рамаданов Сахар.
В Лямбере тоже предприятие, в том числе перерабатывающего сектора, да, это вот птицефабрика Октябрьская, Атимарская птицефабрика тоже, в общем-то, мощная. И, соответственно, люди там работают, получают стабильную заработную плату. Ну, то есть, это Лямберский район, конечно, а птицефабрика Октябрьская и Атимарская птицефабрики. Вот. Ну и плюс еще близость к городу. Я знаю, что многие жители того же Лямберского района, того же Рузаевского района работают здесь у нас в Саранске, приезжают сюда, где все-таки более-менее стабильная зарплата, относительно высокая зарплата по сравнению, скажем так, с некоторыми районами нашей республики. На этой неделе, Поэтому да. более-менее экономически они достаточно хорошо живут, я имею в виду те люди, которые живут там. Гуслянников несколько дней назад в столице опубликовал статью Фемида Полямберский. Там он сообщил, что когда был президентом республики, отменил вот инициативу по выделению еще дополнительного района, там Милицановский или Милицаевский какой-то район. Нет, Мельцаны это Старошайговский. Да? Вот, наверное, в составе Старшайговской может выделить Мельцанский, район, да. и он против, так как лишней бюрократии, и он вообще предложил, что Лямберский район стоит присоединить к Саранску, так как вы как к этим... Или не стоит обижать чиновников этого района? Не могу сказать. Понимаете, любое действие вот подобного плана, оно, в общем-то, должно иметь экономические обоснования. То есть, если это экономически обосновано, то имеет смысл. Если не особо, то зачем? И еще тут важный фактор, то, что все-таки мы идем в сторону поддержки развития местного самоуправления, или мы идем в сторону вот все унитарного. Жириновский ведь вообще предлагает, что нужно в унитарное государство, все полномочия в центр. То есть, как бы, не важно, что обижаются национальные этносы, у которых отбирается автономия, убирается вот какая-то распределенность, уравновешенность страны, а все в единый центр. И тут то же самое. Может быть, стоит развивать местное самоуправление, наоборот, увеличивать число полномочных вот районов, распределяющих финансы, а не все укрупнять и в центр республики собирать. Ну, у нас был пример, точнее, он есть пример разделения двух районов. Это Инцарский и Кадушкинский. То есть раньше был Инцарский район, потом разделили, стало два района. Насколько я знаю, ситуация в Кадушкинском районе, даже с учетом того, что по его территории проходит железная дорога, а железная дорога это все-таки какие-никакие деньги, то есть возможность, так сказать, дополнительно получать деньги в бюджет. В общем-то, насколько я знаю, Кадушкинский район не очень хорошо живет. Так что, мне кажется, может быть, смысла большого-то и нет вот разделять. Но опять-таки, любое разделение, оно ведет к увеличению числа чиновников, тех людей. Помните, как Гафт, кажется, в каком-то фильме Рязановском пел: мы не производим ничего, да, там не сеем, не пашем, ничего не делаем. Гордимся общественным строем. Да, гордимся общественным строем. Вот Хорошая чем песня. меньше будет этих людей, которые гордятся общественным строем, наверное, будет лучше. Вот вы про железную дорогу сказали. У нас через Мордовию пересекает железная дорога. Она в 19 веке построена у нас, да? Большая часть. А вообще, получается, во время репрессий по ним шли составы с заключенными, да, через Мордовию. Вы как, просто я тут недалеко, у меня железная дорога, и вы вообще вот к истории железной дороги у вас какие, может, воспоминания или понимание вообще этого, роли этого как бы объекта в жизни республики? Ну, железная дорога, это очень хорошо то, что средства коммуникации определенные с Москвой. Вечером сел в поезд, утром уже в столице, там какие-то дела свои решать. То есть это А по истории хорошо. что-нибудь знаете такое, что мы не знаем? Нет, я как-то не занимался историей железной дороги, кроме этих всяких вот слухов о том, что почему Саранск не стал крупным железнодорожным узлом, а Рузаевка. Почему? Ну, якобы местные
купцы или землевладельцы не согласились выделять, землевладельцы скорее не согласились выделять земли для того, чтобы вот вторая ветка уходила из Саранска. То есть одна, да, шла по направлению Казани и к Нижнему Новгороду, то есть там в районе Красного Узла разделяется, да, эта ветка, то есть одна в сторону Казани, другая в сторону Нижнего Новгорода. А вот здесь Рузаевка, в общем-то, как бы считается достаточно очень крупным железнодорожным узлом, и местные вот землевладельцы не согласились выделять свои земли для того, чтобы по ним проходила железная дорога, то есть ответвление туда вот в Пензу. Но опять-таки я не очень уверен, что это достоверная информация. Да, но если это достоверно, или, по крайней мере, вот такое понимание, что тогда не могли, то есть такое было уважение к частной собственности, что ею распоряжался не там губернатор и руководитель там Саранской городской управы, а землевладелец, то значит у людей была настолько собственность неприкосновенна, что они могли быть в ней уверены и могли передавать ее по наследству и знали, что ее не отнимут, поэтому был стимул заниматься и предпринимательством у купцов, потому что знают, что они заработают, то им и будет. Вот даже известно про Ленина и Герцена, они как критиковали царя, там Ленин даже призывал там, к убийству, там, к репрессиям и чиновников, и полицейских, но дворянского звания его никто не лишал. И постоянно деньги шли квартиры, от имения его. А у нас вот сейчас даже вот несколько лет назад чемпионат по футболу и дома, которые нужно было, их просто сносили, или дорогу, где нужно проводить. Люди даже на пикеты выходили, что у нас отбирают собственность, просто сносят, дают там несколько миллионов за огромные дома, которые нас сносят, и их обвиняли в экстремизме. То есть насколько, получается, в этом мы до сих пор не догнали вот тот уровень уважения. Нет, тогда другое общество было, другая общественно-политическая формация и другое отношение, да, к собственности. Те люди, которые жили в конце XIX века, они не переживали еще 70 лет советской власти, когда, в общем-то, вся частная собственность была отменена, на смену ей пришла общественная собственность или государственная собственность, и те же наделы земли, они, в общем-то, не находились в собственности тех же крестьян-колхозников, они принадлежали колхозам, совхозам, фактически государству и чиновникам. Не чиновникам, государству все-таки. И эти люди обрабатывали эту землю. И вот мне нравится идея Явлинского, если уж мы тут по-разному упоминаем, что вот главные реформы, которые требуют сейчас в стране, и вот в том числе в республике, когда говорят, как повысить производительность труда, как увеличить экономику, и, соответственно, за этим пойдет увеличение уровня жизни, главная реформа это уважение частной собственности. Потому что если есть уважение частной собственности, значит человек знает, сколько вот он заработал своим трудом, то у него не отнимут ни у его детей, ни внуков и так далее. Потому что а сейчас все знают, что ты, допустим, заработал на дом, а хотят провести дорогу или стадион построить для общественных целей, и сносят все. А тут, наверное, все дело в том, что правильно нужно оформлять и этот дом, и тот участок, на котором находится этот дом. Если это находится именно полностью в личной собственности, то ты тогда уже имеешь право торговаться с государством. А насколько я знаю, вот те ситуации, скажем так, критические, которые возникали во время подготовки к Мундиалю у нас здесь на территории Мордовии, в общем, там тоже не все так вот безоблачно и не все так ясно. Потому что, да, дома, да, но постройки какие-то придомовые, но на какую территорию они находились? То есть кому принадлежала эта земля? Она была в частной собственности или она все-таки находилась в муниципальной собственности или находилась в собственности на правах аренды? И вот с этим надо, конечно, разбираться. И я, если честно сказать, здесь немножко плаваю в данном вопросе, но просто я знаю несколько фактов, когда люди, да, получали нормальные
замены сносимому жилью. И А были довольны. Но опять-таки тоже, еще раз повторю, там все не так просто. Такой очень характерный пример – это дом на улице Васенко. Я боюсь ошибиться с номером его, но кажется, дом номер 21. Это несколько домов, которые располагались от Биохимика выше туда, к улице Гагарина, ну, перекрестку Васенко, Гагарина и Титова. Там были 3 дома жилых, и когда, в общем-то, стало ясно, что жить в этих домах, в общем-то, не очень хорошо, потому что экологическая ситуация весьма такая тяжелая там, эти дома было решено расселять. В общем, насколько я помню, первый дом расселили достаточно безболезненно, второй с какими-то проблемами, а третий дом расселить не могли очень долго. А почему не могли? Одна из причин, его расселяли самым последним, это 21-й дом. И вот люди, которые там жили, они к себе в квартиры прописали всех своих племянников, внучек, бабушек, дедушек. Мужья с женами разводились, образовывали отдельные семьи и так далее. И в итоге, в общем-то, была трехкомнатная квартира, в которой, ну, для примера, да, в которой жила семья, скажем так, из 4 человек. В итоге в этой трехкомнатной квартире оказывалось проживающими человек 8, и причем каждый был отдельный, каждый хотел себе по отдельной, по крайней мере, квартире, пусть даже однокомнатной. Молодцы. Но есть другие факты, когда вроде бы вот новый стадион строили большой, или рядом с ним жилой комплекс вот огромнейший, и когда сносили частные дома, одна женщина даже себя сожгла в знак возмущения, что у нее сносят дом. Но вот я не уверен, что этот факт имел место быть. Если преувеличен, может быть, вот, да, и это первое. А второе, когда человек сжигает сам себя, ну, то есть накладывает на себя руки, это, в общем-то, на мой взгляд, говорит о определенном психическом состоянии человека. То есть я считаю, здоровый, нормальный человек, в психическом плане здоровый, покончить жизнь самоубийством не может. Ну, тем более обидеть многих вот этим фразами, потому что и такой есть уровень как бы возмущения, возможно, у тех, у кого может очень чувствительная нравственность, что нам с вами кажется, это, ну, можно уступить, а для него, может быть, это прям край. Ну, накладывать на себя руки, это не тот вариант. Но вот смотрите, не получается ли так, что для своим все, а врагам закон? Если у нас все, получается, вся собственность незаконно оформлена, то мы говорим, ну у вас же все равно собственность незаконно оформлена, что вы возмущаетесь? Давайте дадим вам в другом месте жилье. Мало ли что там далеко и не очень. Ну, предлагают, если. Предлагают. У нас с 2012 года статистика вот стала известна Госфедеральной службы. И Мордовия оказалась стабильной из всех регионов на 2-3 месте с конца по числу родившихся на одну женщину. Как вам кажется, почему? Какие главные причины у нас такого отставания? Ну, экономика. В основе всего экономика. Не очень хорошее экономическое положение отдельного человека, отдельно взятого человека, не очень хорошее экономическое положение семей. И в итоге это все ведет к тому, что люди, в принципе, не очень хотят рожать семьи. Максимум одного ребенка. Экономика. Понятно. Конечно. Вот Волков Владимир Дмитриевич 27 августа на образовательном форуме поставил задачу. Во-первых, известно, что в 2018 году Мордовия вошла в 30-ку лучших субъектов по качеству образования, если доверять этой статистике. И вот Волков поставил задачу войти в 10-ку лучших региональных образовательных систем России. Получится ли это и что нужно для этого сделать? Как вам кажется? Бумага все стерпит, я так отвечу. Но если вот всегда нужны результаты. Ну, какие главные вот у нас проблемы надо решить в образовании в Мордовии? Ну, по крайней мере, не сокращением школ.
это решается. Ну надо же как-то 50 миллиардов погашать. Вот через оптимизацию получается. Как добиться при этом повышения качества образования, я, в общем-то, не знаю. 23 сентября в администрации Саранска прошло общегородское родительское собрание по системе образования. И вот Тултаев Петр Николаевич начал вопросом: почему так нередко происходит в наших школах случаи жестокого отношения друг к другу? Ну, видимо, в основном имел в виду, что там сильно избивают слабых, травля и так далее, и унижение. Но закончил признанием, как бы, ну, он как бы ничего тут плохого нет, то, что он это рассказал. Это, значит, он о своей семье. Он говорил, 7 детей в семье было, в которой он был сыном. Отец всех порол ремнем, и это пошло только на пользу. Вот вам как кажется, на пользу идет вот такое. И, может быть, все-таки дети должны иногда говорить, что наши родители в чем-то ошибались, и не оправдывать вот такие явления, так как, ну, тогда было принято вот такое преступление, но сейчас в будущем уже так не... А он говорит, только на пользу пошло, то есть советует, получается. Ну, советует, не советует, в общем-то. Во-первых, как будто он не жил здесь у нас в Мордовии в 90-е годы, когда вообще тихий ужас творился в школах. В общем-то, все мы помним, чего это было. Я учился. Вот. Это раз. Второй момент. Мы всегда, ну, люди возрастные, скажем так, имеем тенденцию к тому, что идеализируем наше прошлое, да, нашу юность. То есть, вот, да, тебе там за 50-60 лет, и вот тебе кажется, что в твоем детстве все было как-то по-другому, все было, и деревья были большими, и люди были другими, и папка порол, так сказать, и наоборот, это была хорошая школа, скажем так. Я не знаю, это пусть останется на его совести. То есть, если у него такое мнение, что на пользу пошло ему то, что он был выпорот не единожды своим отцом, и именно благодаря этим поркам он стал главой администрации города Саранска. Ну что ж, хорошо. Вот. Имеем выпоротого мэра в детстве, Да. который сам это признает. Так как бы замечательно, что он как бы отца уважает, ценит. Нет, и ну, естественно, прощает. родителей Но надо все-таки, это. да. Родителей надо уважать, Да, конечно. конечно. И я просто Но идеальных себя, людей не бывает, да. просто себя вспоминаю, вот в каком-то далеком детстве я обижался на родителей, то, что там вот это не давали, это не покупали, вот это я хотел, а мне не давали. Ну а сейчас, спустя годы, в общем-то, я не думаю, что вот эти вот моменты, они какими-то были важными, чтобы сейчас я менял мнение о своих родителях, о родителях. Да, трогательная тема. Но вот переходим дальше. 4 декабря видеоблогер московский Илья Варламов, он один из самых популярных, опубликовал рейтинг 100 самых уродливых зданий России с его точки зрения, так как он архитектор, для него это как бы ранимая тема. И вот он первое место дал Саранску и вот выделил 6 зданий, которые ему кажутся наиболее уродливыми. Так, давайте попробую назвать. Не читал его и не видел. Да, на ваш взгляд. Дом финансов. Нет, не попал. Не попал. Так. Почта. Попал. Попал. Мордовский госуниверситет. Попал. Ну, я вот, кстати, с этим не очень согласен, потому что здание уже неплохое тем, что оно выделяется на общем фоне других зданий вот нашего города. То есть оно выделяется, его видно издалека, и там наверху очень такая прекрасная просто Панорама? Панорама, да, куда можно подняться и посмотреть на Саранск с высоты птичьего полета. Кто этого никогда не делал, просто рекомендую. Я несколько раз в позапрошлом году водил туда своих знакомых, которые приезжали в Саранск. В общем, сам был потрясен, насколько это красиво. Плюс к тому
сотрудники Мордовского госуниверситета, кажется, Огаревский музей, там, в общем, как бы они этим заведуют. Сотрудница, она провожает и делает небольшую такую обзорную экскурсию, рассказывает, что где. Ну, очень интересно, просто вот. Даже если вы житель города Саранска, просто рекомендую подняться туда на Самую точку высокую точку, Мордовии. да, и посмотреть на город. Какие еще здания вам не очень? Мне очень не нравится, ну почему оно мне не нравится? Потому что я считаю то, что старое здание было лучше. Я считаю то, что новое здание, оно как-то впустую используется. Это здание железнодорожного вокзала. Попал? Нет? Уродливо? Нет? Не помню. Нет, да? Не помню. Ну, в общем, вот это вот мне не нравится. Ну, а так все здания с купольной этой формой, так сказать. Любители куполов у нас, руководители. А театр оперы и балета вот попал, как вам? Рядом с университетом. Я понимаю. Ну, как здание. Ну, а вообще, здание. как вам архитектура в городе? Я уроженец города Саранска, то есть здесь... Да, 60-й год. Да, прошло мое детство и юность. И я еще помню старые здания, которых было немало в городе Саранске. Сейчас этих зданий, по сути дела, не осталось. И мне очень жалко то, что ради того, чтобы построить какие-то другие здания в Саранске, старые были снесены. Вот около входа в Пушкинский парк построили автостоянку. Снесли красивое двухэтажное здание и построили автостоянку. Ну, я бы не сказал, кажется, кстати, что оно было красивое, но если то, что двухэтажное то, что каменное его здание. снесли, а это было, да, дореволюционное старое здание, это, в общем-то, очень печально. А более того, я не помню в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, я не помню, упоминал об этом или нет. А вот сейчас около парка находится торгово-промышленная палата Республики Мордовия. И вот, знаете, это здание я считаю циничным издевательством над историей города Саранска, причем особо циничным. Дело в том, что для того, чтобы построить это здание торгово-промышленной палаты, были снесены, кажется, несколько домов, которые ранее, где располагался военкомат Ленинского района, кажется, там был военкомат, а еще раньше это были дома купцов Кубанцевых. Да. То есть вот тех людей, которые очень много сделали для города, очень много помогали, вели большую благотворительную деятельность. Ну, в общем, были значимыми людьми у нас в городе, и, кажется, один из Кубанцевых был городским головой. И вот в чем цинизм заключается? То, что снесли эти старинные здания люди, которые владеют, наверное, торгово-промышленной палатой. То есть ради того, чтобы построить новое здание, были снесены исторические здания, которые, по сути дела, к этой торгово-промышленной палате имеют, скажем так, непосредственное отношение. Торговца, да. Да, торговца, да. И, в общем-то, если бы директором был я, да, все-таки, наверное, можно было потратить деньги для того, чтобы создать, в общем, вот из этих домов Кубанцевых какой-то, я не знаю, мемориальный комплекс. Просто, да, построить, может быть, ТПП, которое будет современной, которое будет нужной, и рядом эти дома можно было оставить как, причем тоже отреставрировав их, может быть, наполнив, так сказать, обстановкой, которая была характерна для купечества конца XIX века, и такой мини-музей, скажем так, сделать мордовского или саранского предпринимательства конца XIX века. Вот в течение... Это не Нюков, мэр виноват, Досушкова, который был по его поручению, мне кажется... Нет, но ТПП-то делал, ТПП ведь все-таки там это здание изначально строилось как торгово-промышленная палата. А землю выделял он. В течение минуты, скажите, пожалуйста, время кончается,
вот нового прошел на съезд мордовского народа. Как у нас выстроены межнациональные отношения в республике? Значит так, я скажу, что проект под названием «Фонд спасения эрзянского языка» или там «Эрзянь-Маста» – это проект силовых структур. Скорее всего, Министерство внутренних дел, отдела там какой кажется, называется, да, там, который борется с экстремизмом. Когда стали развиваться вот эти всякие национальные движения в регионах, я считаю, что под эгидой, скажем так, или при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов была создана эта организация, во главе которой поставили двух не очень высокообразованных людей, которые изначально подразумевалось, что они искренне, совершенно, они честные, хорошие люди, но они, скажем, кругозор у них не очень был высокий, широкий. Вот, поставили во главе этой организации двух этих людей, и они успешно разваливали вот это вот национальное движение. Вот. А то, что сейчас инизором стал господин Болькин, ну, все, больше национального движения в Мордовии, эрзянского народа больше нет, можно так сказать. Я с этим не согласен, но это даже хорошо. И это была точка зрения Игоря Семеновича Телина. Спасибо вам большое.